До 1 декабря необходимо оплатить имущественные налоги. Это касается всех, у кого есть участок земли или любая другая недвижимость, а также транспортное средство. Здравствуйте, об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Я представляю гостя в студии Оксана Хайруллина, начальник отдела камерального контроля номер 2 Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан. Оксана Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сейчас у нас наступает время, это традиционный период, когда до 1 декабря необходимо оплатить имущественные налоги. Вот какую сумму жители Башкортостана в совокупности должны внести в этом году? Налоговыми органами в этом году исчислено почти 7 миллиардов имущественных налогов. Из них самые большие начисления это по транспортному налогу, порядка 3,5 миллиарда. Более 2 миллиардов это по налогу на имущество физических лиц и более миллиарда это земельного налога. Вот все эти налоги граждане своевременно должны уплатить не позднее 1 декабря. Оксана Алексеевна, вот налоговые уведомления уже поступили, разослали уже? Кампания по рассылке налоговых уведомлений в этом году уже началась с сентября месяца, и всем налогоплательщикам направлены налоговые уведомления. В основном у нас все налогоплательщики, это большинство налогоплательщиков, получили их в электронном виде, либо в личный кабинет налогоплательщика, либо на портале госуслуг, а также было направлено им по почте. Более 1 200 000 где-то у нас получило в электронном виде, а более 500 тысяч налогоплательщиков получили их по адресу места жительства заказным письмом по почте. Но хочу обратить внимание, что пользователям личного кабинета, если им направлено в личный кабинет либо на портал, то таким пользователям на бумаге уведомление не будет приходить. И в случае, если налогоплательщик до сих пор не получил свое уведомление, и он уже должен задуматься, а если я являюсь налогоплательщиком, а каким образом я должен был получить? Посмотреть в личном кабинете, зайти, либо на портале госуслуг, если они давали такое согласие на получение налоговых уведомлений, либо обратиться в почтовое отделение, если на почте, ну или есть любые другие способы. Можно обратиться в любой налоговый орган, либо в любой офис МФЦ, где в течение 15 минут выдадут им налоговые уведомления. Расскажите, все ли граждане нашей республики получили налоговое уведомление или все-таки есть какие-то исключения, кому не нужно платить? Ну, наверное, очевидно, это у кого нет недвижимости. Совершенно верно, да, у кого нет недвижимости, либо если граждане являются какими-либо льготниками. На самом деле у нас по налогообложению имущества многочисленная категория льготников есть, потому что только как федеральным законодательством устанавливаются налоговые льготы, это более 15 категорий только по налогу на имущество физических лиц, более 10 категорий только по земельному налогу. Также есть еще и региональным законодательством, это по транспортному налогу установлены льготы, а также еще по налогу на имущество физических лиц, либо по земельному налогу устанавливаются органами местного самоуправления. У нас в республике более 894 муниципальных образований, которые могут установить своими решениями дополнительные льготы, поэтому если граждан интересует, и они не знают, являются они льготниками либо нет, у нас на сайте ФНС России есть такой сервис «Справочная информация о ставках и льготах», где подробно можно узнать в любом сельсовете, в любом либо региональное законодательство открыть, либо федеральное, положено ли к такой категории граждан какая-то льгота. Но если это положено с учетом того, что льготы мы применяем уже и в проактивном формате взаимодействия с уполномоченными органами при начале массового расчета, ну и направляем уже с учетом всех льгот налогоплательщику, если у него остается какая-то сумма к уплате. Но есть такое, что налогоплательщик будет, например, не согласен, да, или там льгота его по каким-то причинам не училась, или это, он вправе также подать заявление о том, что он является льготной категорией, тогда налоговый орган здесь просмотрит его заявление, предоставит ему льготу и, соответственно, сделает перерасчет. Кому полагаются налоговые льготы? Я понимаю, что, наверное, категорий этих граждан много, но давайте вот хотя бы схематично обозначим. Наверное, одна из основных – это участники спецоперации и их близкие. В том числе им тоже предусмотрены льготы. Льготы предусмотрены как федеральным законодательством, всем участникам СВО предусмотрены налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц. Это льгота в виде освобождения от каждого вида имущества. То есть если у гражданина есть имущество, квартира, жилой дом, там, гараж, то по каждому виду будет освобождение, но только на один объект. И также освобождаются члены его семьи. Либо
родители СВО, гражданина, который призван на СВО, либо его родители освобождаются от налога. Но также еще установлено и по транспортному налогу. Это у нас уже с 2022 года действует такая льгота региональная. То есть к любому участнику СВО, либо там признанному мобилизованному по контракту любому, да, устанавливается налоговая льгота на одно транспортное средство, либо если у него нет этого транспортного средства, также может быть льгота придастся супругу или супругу, либо его родителям. Кто должен уплачивать налоги за несовершеннолетних? Несовершеннолетних детей должны, конечно, уплачивать налоги их законные представители. Мы с вами понимаем, все знаем, что граждане, любое имущество в собственности, оно является объектом налогообложения, несмотря на то, что гражданин совершеннолетний или несовершеннолетний. Если оформлено имущество не на несовершеннолетнего гражданина, он является, значит, налогоплательщиком. И все ответственность и обязанность несут по нему родители. И родители его, либо опекуны и попечители, да, обязаны исполнить своевременно, не позднее 1 декабря, уплатить имущественные налоги. Хочу обратить внимание, что не всегда, например, родители могут узнать, или где же взять, там, например, уведомление пришло или как, да, что служба не стоит на месте, здесь развиваются электронные сервисы, и в личном кабинете налогоплательщика родитель, либо опекун-попечитель может подключить семейный доступ, где будет видеть на своих детей все налоговые уведомления, которые ему приходят, и, соответственно, уже вкупе оплачивать налоги за всех. То есть, если недвижимость или транспортное средство условно оформлено на несовершеннолетнего ребенка, то это не льгота, и налог оплачивать нужно полноценно. Совершенно верно. У нас льготы только действуют по многодетным семьям, но здесь уже тоже есть льгота многодетным семье, как и федеральным законодательством. Это на каждого ребенка родителю представляется по квартире 5 квадратов, по дому 7 на каждого ребенка. А по транспортному налогу тоже есть льготы на транспортное средство одному из родителей в многодетной семье. Но также будут еще местными органами, например, в городе Уфе у нас есть льготы для многодетных семей по налогу на имущество физических лиц. То есть, если они освобождаются от уплаты за один объект каждого вида. Расскажите, пожалуйста, вот есть еще такое понятие, которое, может быть, не всем известно нашим телезрителям, это статус предпенсионера. Полагаются ли льготы именно этой категории граждан? Конечно, им же они будут пользоваться такими же льготами, как и наши пенсионеры. Кто такие предпенсионеры? Я еще раз напомню, когда законодательство пенсионное у нас в 2018 году с вами менялось, тогда и определили этот статус предпенсионеров. Это те люди, которым до пенсии осталось 5 или менее лет. И им также положены все налоговые льготы, как я уже сказала, как и пенсионерам. А у нас пенсионеры и предпенсионеры освобождаются от налога на имущество физических лиц по одному объекту каждого вида, по земельному налогу в размере 6 соток земельного участка освобождается, но по транспортному налогу для пенсионеров льгот никаких не предусмотрено. Поэтому здесь мы уже, конечно, работаем в проактивном формате, как я уже сказала, что до направления налоговых уведомлений, когда мы делаем массовый расчет, мы учитываем все эти налоговые льготы, уже пришедшие от социального фонда, и, соответственно, учитываем, если у них есть собственности более, какого-то имущества более чем одного, то мы направляем. А если нету, то, соответственно, налоговое уведомление не направляется таким гражданам. Как правильно оплатить налоговое уведомление? Как правильно оплатить налог, если ты его получил, например, в электронном варианте или в бумажном? Как сделать так, чтобы этот долг на тебе не висел? Мы с вами растем, развиваемся, у нас вовсю развивается цифровизация, и поэтому тоже налоговая служба не стоит на месте и развивается в ногу со временем, стараясь упростить для граждан, никуда не ходя, чтобы все было в одном месте, все было сводно, и, соответственно, налогоуведомление, которое сводное, все является по всем налогам, и если даже есть имущество за пределами республики, там будет включено все имущество, где оно есть по всей России, и общая сумма зашита в QR-код. То есть не надо никуда даже ходить, это подвели на QR-код и оплатили имущественный налог. Это можно сделать в 2 клика. В личном кабинете налогоплательщик либо распечатать и через онлайн-банки сделать, либо через портал госуслуг. То есть вообще это на самом деле просто, удобно и быстро.
Оксана Алексеевна, ну и, наверное, один из главных вопросов, который волнует наших телезрителей, это не только как оплатить налоги, но еще и наверняка некоторые задумаются, а что, если не оплатить налог? Вот что будет, если до 1 декабря не оплатил? На самом деле вопрос, конечно же, серьезный, несмотря на то, что я его с улыбкой задаю, но тем не менее, наверняка у кого-то закрадывается такая мысль. Вот что бы вы сказали таким людям, которые задумались? Ну, задумались, правильно. Дело в том, что если не уплатить своевременно налоги, люди должны понимать, что они потом будут испытывать какие-то проблемы, то есть нести дополнительные издержки. После срока уплаты возникает сумма уже задолженности. Соответственно, на задолженность начинает бежать пеня. На каждый день там просрочки бежит пеня. Это раз. Второе, дальше, если налогоплательщику, например, он не платит эту сумму задолженности там, в течение 2 недель после срока уплаты, там уже возникают меры взыскания. То есть его сначала предупреждают, что у вас вроде есть задолженность, вы должны уплатить, а потом, соответственно, приступают уже к мерам взыскания. Это службы судебных приставов, там исполнительское производство начинается, да, судебные издержки, то есть дополнительные расходы. И, соответственно, уже происходит, если в приставом ушло, они арест на все имущество накладывают, закрывают выезд за пределы Российской Федерации. Ну, человек начинает как бы испытывать проблемы и нести, как я уже сказала, да, дополнительные издержки, и к сумме налога еще прибавляется какая-то сумма, за которую он должен уплатить. Соответственно, еще арестовываются там счета. Все это потом, когда приставы, например, арестовали, да, потом он вроде уплатил, сразу это не открывается, то есть у него возникает массу проблем. Поэтому не надо откладывать на потом, когда можно сделать сейчас. Уплачивайте налоги не позднее 1 декабря. То есть хлопот гораздо больше, совершенно если вовремя не оплачивать. Оксана Алексеевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, какие налоги мы должны оплатить до 1 декабря, и что будет, если вдруг этого не сделать. Но и мы все-таки главный урок усвоили, что это лучше произвести в определенные даты, которые установлены законом. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.